Скалолазание – новый для Игоря Детязи вид спорта, и тем ответственнее членам первой республиканской сборной будет выступать на соревнованиях. Но тренер команды по скалолазанию уверен, что, отобрав лучших из лучших, Якутия сможет побороться за медали. Узнали, что нас включили в программу. Мы решили, что нам нужно отборочные соревнования. На тот момент у нас возрастные группы не совпадали, потому что дети 14-15 лет, у нас были 13-14 лет. Мы объединили эту группу, провели 3 отборочных этапа, и лучшие из этих, по сумме этих этапов попали у нас уже в сборную. У нас выступает 2 состава сборной. Это 3 мальчика, 3 девочки, 1 состав, и 3 мальчика, 3 девочки, другой состав. По такому критерию, то есть лучшие из лучших у нас отбирались. Мария Лимарева начала заниматься скалолазанием год назад. Однажды зашла в зал во время тренировки, увидела, как лазают другие, и решила попробовать сама. С тех пор активно тренируется. Включение в сборную для Маши было большим сюрпризом и большой гордостью. Настрой должен быть всегда боевой. Первый раз я увидела, я думала, что это сложно, но всегда попробовать это надо. Я попробовала, и оказалось, что нормально. В Дахсуне вот сейчас мы занимаемся, у нас тренировки тут сложнее, чем в школе. В школе были более легче, здесь нас более нагружают. Еще один член сборной команды, Евгений Колодезников, пришел в скалолазание из борьбы. И, по его словам, ни разу не пожалел, что сменил один вид спорта на другой. Тренировки, правда, очень потные, тяжело. Но я чувствую то, что это не просто так нас сломает, а это делает нас очень крепкими. Очень добрый коллектив, и это что-то необычное, такое новое, лезть в высоту. Это меня очень вдохновило. Большинство скалодромов в школах имеют высоту 7-8 метров. На соревнованиях же спортсменам предстоит покорять стену высотой в 16,5 метров. Но за несколько недель тренировок многие трассы они уже проходят с легкостью. И все заряжены только на победу и мечтают внести свои медали в общую копилку команд республики. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск.